раздавать автографы Виталий Коваль начал еще до того, как попал в сектор, огороженный специально для этих целей. Восторгу болельщиков не позволяло в полной мере разгуляться лишь опасение, как же команда сможет без вратаря, который с начала сезона неизменно признается лучшим игроком этой самой команды. Кстати, травма Коваля спровоцировала в Нижегородско-Омском противостоянии двойную финскую дуэль. На последнем рубеже Туоккола против Рама и на тренерском мостике Яланин против Суманина. Омский «Авангард» переживает не лучшие времена, но ошибок не прощает. Гости поймали хозяев уже на первой минуте. Перехват шайбы в средней зоне 3-2 и счет открыт. Me oltiin vähän huolimattomia pelissä. Значит, мы очень как-то были моменты безответственны в этом матче, не хватало внимания. Maalit tulee isoista virheistä. Значит, и мы пропустили голы, когда делали большие ошибки. Ja se on osa jääkiekkoa. Ну, там еще часть хоккея, когда ошибки тоже случаются. Kun yritetään rohkeasti pelata, niin varmasti tulee virheitä. Ну, когда играешь смело, то всегда, в общем-то, ошибки тоже бывают. Tänään koodattiin tosi hyvällä fokuksella oleva joukkue, joka kyllä rankas sitten meidän virheistä kyllä kovalla kädellä. Ну и сегодня наш соперник очень был серьезно настроен на игру и нас жестко наказали за те ошибки, которые мы сделали. Mielestäni pelin taso oli korkea, erittäin kovaa kamppailua. Я думаю, что очень хороший, высокий уровень был матча сегодняшний, значит, много единоборств было. Ja tämmöisiä tulee pelit olemaan sitten keväällä. Ну и уровень таких матчей, такие матчи наверняка будут в плей-офф. Такое начало окрылило гостей, которым увеличить счет не позволял разве что Туоккола. К середине периода торпедовцы пришли в себя, провели несколько острых атак, но в последний момент им не хватало точности. Желание отыграться было реализовано на 5-й минуте второго периода. Угаров играл на нервах, казалось бы, затягиваясь передачей, а на самом деле выжидая лучшего для этого момента. Пас на Тернберга получился изумительным. Мартину оставалось замкнуть на дальней штанге. Трибуны оживились, но в середине периода торпеда вновь ошибается в средней зоне. Ястребы убегают 2 в 1, и Нестеров прицельно бросает низом. 2-1, Омск впереди, и ко второму перерыву упускает еще несколько возможностей увеличить счет. Особенно ярким был сейв Туокколы после броска Червенки. В третьем периоде гости выстроили, казалось бы, непроницаемую оборону, но от великолепного паса Тернберга на Максима Потапова не убереглись. Получилось зеркальное повторение первого торпедовского гола. Трибуны вновь воспряли духом, но 1,5 минуты спустя ястребы учинили затяжную атаку, которая закончилась проходом из-за ворот Фролова, сутолокой на пятаке и добиванием Попова. 3-2. Все 3 шайбы в ворота торпеда стали следствием собственных ошибок. Такое начало для нас, ничего хорошего. Я ошибся при пасе, получили контракт 3-2, бросок, первый же бросок, гол. Это не подломил, мы им сражались всю игру, как вы видите, сравняли в самом конце, но не смогли удержать ничейный счет, пропустили после затяжной атаки в зоне еще один гол. Вот. Но считаю, выглядели нехорошо, но достойно, вот так я могу сказать. Наставник мячей Райма Суманин отметил, что «Авангард» провел свой лучший матч после его возвращения в команду и констатировал заметный прогресс в торпедо по сравнению с прошлым сезоном. I think that if game goes still 10 minutes, we could have a hard time. Если, думаю, еще игра минут 10 бы продлилась, то еще тяжелее было. And it was a good game, lots of battles and lots of skating. Сегодня хорошая игра была, хорошее катание у игроков, хорошие моменты. And their team last year, and now I see that they've done something different than last year because this team is so hard to play against. Я вижу определенные изменения, которые произошли с командой Торпедо по сравнению с прошлым годом, и против них сейчас очень тяжело играть. Одержать 14-ю домашнюю победу подряд у «Торпедо» не получилось, но в следующем матче с Магнитогорским «Металлургом» можно положить начало новой победной серии. Владимир Широков, «Торпедо ТВ».